Азамат Байрамгулов – представитель активной молодежи города, которого многие горожане могут знать по деятельности в молодежном парламенте при Совете городского округа. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, и потому одной политической деятельностью Азамат не ограничивается. Посвящать свободное время игре в шахматы – добрая традиция нашего героя с самого детства. С шахматами я увлекаюсь с детства, так как у меня папа еще со студенческих времен сам увлекался шахматами, и вот с детства так у нас в традицию вошло по вечерам играть в шахматы, провождать время вот за шахматным столом. Когда уже сам стал студентом, состою еще и в молодежном парламенте, и вот сам в молодежном парламенте курирую именно шахматное направление в нашем городе. Вы помните, мы снимали репортаж на переходящий кубок молодежного парламента по шахматам. В этом году у нас тоже не менее амбициозные планы по развитию именно шахматов в городе. А так скажем, интересное хобби, которое я по данной игре всегда стараюсь развиваться. Многие люди считают, что шахматы – игра для тех, кто от природы обладает высоким интеллектом. Однако это далеко не так. Исследования показали, что шахматы активизируют оба полушария мозга, улучшают творческие способности, концентрацию, критическое мышление и навыки чтения. Так что кто желает повысить свой интеллект, может смело начинать изучать основы игры в шахматы. Примером для меня является именно известный такой шахматист, он из Советского Союза, сам он политический деятель, это Илюмжинов Кирсан Николаевич. Он является президентом Международной шахматной федерации, долгое время являлся президентом Республики Калмыкия, также главой Республики Калмыкия. И вот он именно в своей республике продвигает шахматный спорт. У нас калмыцкие ребята, они всегда побеждают на российских шахматных соревнованиях. И это вот является для меня, так скажем, примером для подражания, к чему нужно стремиться, так скажем. Очень такой великий человек, который сделал очень много именно для развития шахматного вида спорта в нашей стране и в своей республике. Азамат Байрамгулов поделился с нашей съемочной группой еще одним интересным фактом. Данный стол, на котором играет наш герой со своими соперниками, а также шахматные фигуры, были сделаны собственноручно Азаматом и его отцом. Материал для изготовления был выбран самый распространенный – сосна. И потому такая необычная шахматная доска издалека смогла привлечь прохожих, которые вскоре присоединились к увлекательной игре. Я занимаюсь шахматами с детства, вместе с братьями играли, а так в пятой школе я веду кружок по шахматам. Поздравляю всех шахматистов с Международным днем шахматиста. Желаю в будущем успехов, побольше соревнований, побольше побед. Хотел бы поздравить всех шахматистов нашего города. Их очень много. Вот даже сегодня поставили стол шахматный, да, с фаязом привезли, и видите, уже желающие поиграть на шахматной доске. Действительно, даже по опыту проведения шахматных соревнований, у нас на шахматных соревнованиях более 50-60 человек набирается, да, именно школьников. Вот именно то, что увлекаются, это и спорт, и наука, и философия, вот, все в три в одном. Поэтому хочется пожелать творческих успехов в данном направлении, чтобы всегда развивались, не забывали вот данное направление. Пожелать, чтобы, конечно, побед и не допускали глупых ошибок, когда происходит игра в шахматы. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.